Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Якутия вместо самого холодного может быть признана регионом с самой горячей точкой северного полушария. Полюс холода в северном полушарии переместился из Якутии в Гренландию. Всемирная метеорологическая организация на днях признала температуру минус 69,6 градусов по Цельсию, зафиксированную на автоматической метеорологической станции Клинк, самой низкой в северном полушарии. До этого температурный рекорд принадлежал России. Напомню, минус 67,8 градуса по Цельсию были зарегистрированы на станциях Верхоянск в феврале 1892 года и Аймикон в январе 1933 года. Все это, конечно, у нас в Якутии. О том, как на это решение отреагировали российские климатологи, могут ли быть какие-то последствия от этого и как меняется климат на северных территориях, его причинах, мы поговорим с климатологом, руководителем программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы Алексеем Кокориным. Здравствуйте, Алексей Олегович. Как климатологи отреагировали на эту новость и имеет ли это решение какое-то значение для науки? Климатологи отреагировали очень спокойно. В общем-то, какого-то особо существенного значения это не имеет. Более того, такое, в общем, сравнение ледяного купола Гренландии на высоте где-то 3000 метров, автоматической станции и населенного пункта, где постоянно живут люди, это просто некорректно. Ведь еще холоднее на станции «Восток» в Антарктиде. Да? Вот Гренландию надо сравнивать с Антарктидой, и уж никак не с Якутией. То есть это сравнение, оно просто, такое как бы искусственное сопоставление рекордов, да? Потому что абсолютно разные вещи. Безжизненная ледяная пустыня на много-много десятков километров, так? И населенный пункт, где живут люди. Что же касается самого факта, в общем-то, это неудивительно, потому что ледяной купол, потому что там действительно холодно, то, что там высота. Поэтому я бы советовал к этой новости как раз относиться спокойно. А вот к тому, что вы сказали в начале, что Якутия может превратиться в полюс жары, не совсем уж полюс жары, но действительно волны жары, жаркой сухой погоды могут и будут усиливаться, вот это опасно, это серьезно. Но, тем не менее, в связи с этим фактом изменения в справочники, учебники и ту же Википедию придется все-таки вносить и менять. И для Якутии потеря этого статуса полюс холода не отразится ли на турпотоке? Ведь туристы в основном едут к нам как в самое холодное место в северном полушарии. Вы знаете, туристы физически не могут приехать на станцию «Восток» в Антарктиде и физически не могут приехать никуда на ледяной купол Гренландии. На краешек могут, а вот туда, на верхушку, не могут. Я, надо сказать, был там на ледяном куполе, но в качестве ученого, а не в качестве туриста и какого-то посетителя. А в Якутию могут. Так? Поэтому уж если сравнивать, то, конечно, ехать в Якутию. Например, Северный полюс тоже интересно, да? Хотя температура там совсем не такая низкая, да, даже бывает часто достаточно высокая, это океан, правильно? Так что я думаю, что не отразится. И я думаю, что нужно по-прежнему пропагандировать Якутию как действительно очень холодный регион, очень интересный регион. А что касается учебников, да, там надо написать, что в Антарктиде самая низкая температура такая-то, на ледяном куполе Гренландии такая-то, а среди мест, где проживает человек, вот такая-то, и рекорд принадлежит Якутии. Но, тем не менее, Всемирная метеорологическая организация утверждает, что Якутия может претендовать все-таки на статус самой жаркой точки в северном полушарии, если, конечно, это докажут. Все-таки плюс 38 градусов в Верхоянске прошлым летом было зафиксировано. Но хочется спросить с научной точки зрения, о чем это говорит и какие выводы делают по этому поводу климатологи. Да, а вот это как раз очень серьезно, в отличие от предыдущего рекорда. Должен вас поправить, не в северном, конечно, полушарии, а в северной полярной области. То есть это считается Всемирной метеорологической организацией выше 60 градуса северной широты. Потому что в северном полушарии у нас же и Сахара, и Арабские Эмираты, там плюс 50 бывает. Но в северной полярной области действительно полюс жары, там, где вы сказали, вполне может быть. И что это означает? Что вторжение
жаркого воздуха с юга, равно как и большие блокирующие, более сильные блокирующие антициклоны, это тренд и физически понятный тренд текущих десятилетий, конца 20 и 21 века. Чем это обусловлено? Что теплеющая Арктика из-за глобального потепления, а оно, в свою очередь, вызвано прежде всего усилением человеком парникового эффекта, очень небольшим усилением, всего где-то 5%, но усилением. И уже достаточно для того, чтобы Арктика теплела достаточно сильно. Но вот это потепление, это не то потепление Арктики, вы сказали, плюс 30, плюс 38, а более теплая Арктика означает более частые вторжения холодного воздуха с севера и жаркого воздуха с юга, что мы видели. Ведь это не из Арктики пришел такой воздух. И не прогрелся он на месте до плюс 30 с лишним. Он пришел с юга. И вот эти приходы будут чаще. Ну а чем они чреваты, вы знаете. Это не только обилие гнуса, особенно если нет ветра, это еще и угроза пожаров. Причем теперь пожаров не только лесных, но и тундровых пожаров. А тундра после этого будет зарастать очень-очень долго. У нас в городе Якутске в эти дни проходит международный форум, где обсуждают, как развивать Арктику. При активном освоении арктических территорий, что нужно знать и учитывать и властям, и бизнесу, который туда заходит, с точки зрения климата? Нужно обязательно учитывать, что при изменении климата так называемые особо ценные точки с точки зрения биоразнообразия природы в Арктике могут смещаться, могут как-то видоизменяться. То есть нужно так осваивать Арктику, чтобы это было не только коммерчески выгодно, но сохранить ее природу, ее животный мир. Поэтому вы же хорошо знаете, что Арктика неоднородна. Не по всей территории, грубо говоря, ходят белые медведи, да, или моржи, или дикий северный олень и так далее, и так далее. В Арктике есть так называемые точки, где сосредоточено биоразнообразие. Тот же остров Врангеля, да, та же дельта Лены. Да. Вот эти точки надо обойти. Это даже не точки, это территории. Они довольно большие, но совершенно возможно нормально осваивать Арктику, обходя эти точки. То есть и траектории судов, и какие-то месторождения. Их можно и нужно осваивать, безусловно, если это коммерчески выгодно. Но так, чтобы не трогать вот эти особо ценные зоны. Это совершенно точно, что можно сделать. Тут нет конфликта. Но надо понимать, что при измене климата эти зоны могут смещаться. Что-то уходить на север, что-то как-то перемещаться или расширяться. Это обязательно надо учесть. И плюс, конечно, принимать меры по адаптации к изменению климата и не только освоение Арктики, Северного морского пути, так, например, а и охраны природы. То есть надо, безусловно, расширять особо охраняемые природные территории, причем глядя не только в сегодняшний день, но и в будущее. Будут такие-то волны жары, будут такие-то аномалии. Так, как это повлияет? Скорее всего, так. Значит, расширить надо таким образом. Так, скажем, недавно создан был новая охраняемая территория Каталык, да? Очень к месту был создан. Ну если говорить в целом, что больше всего сейчас тревожит ученых в изменении климата и какие последствия считаются наиболее угрожающими для человечества? Наиболее угрожающие – это большая частота и сила опасных явлений, безусловно. А они в каждом месте свои. И надо сказать, что те волны жары, которые… вообще-то жаркое лето в Якутии было всегда, да, часто. Но тут оно стало как-то более экстремальным. Обострение всего экстремального – это универсальный ответ на ваш вопрос. Если мы возьмем бассейн Амура, то, конечно, наводнение. Если мы возьмем ту или иную арктическую зону, какое-то место в Арктике, то более сильные метели и одновременно, может быть, более слабый лед из-за более теплой погоды, а это проблема дорог, переправ. Если же брать мир в целом, то все же недостаток воды. То есть засушливые территории Азии и Африки, они настолько огромные, настолько много людей там живет, пусть не в самих пустынях, а вокруг их, да, и проблемы воды там будут нарастать и уже нарастают, и они могут охватить, скажем, 1 миллиард человек через несколько десятилетий. Конечно, это, наверное, несопоставимо с тем, что мы наблюдаем и в Якутии, и в России. Хотя, надо сказать, в Астраханской области, в Нижнем Поволжье мы уже наблюдаем более частые засухи, уже проблемы с сельским хозяйством. То есть даже это от нас не в стороне. Тем не менее, мы на одной планете, и надо понимать, что эти
вещи, которые мы видим, это региональные проявления глобального потепления, которые могут быть самыми разными. В виде наводнений, даже сильных морозов, более неустойчивый климат, так? Вот. А раз мы на одной планете, надо всем действовать сообща, и сообща переходить постепенно на зеленую энергетику, зеленую экономику. Об этом много говорится, движение к этому есть, и оно будет ускоряться. Ну, если более локально, как в целом будет в ближайшие годы, есть ли какие-то прогнозы, как будет меняться климат в северных территориях, в частности, у нас в Якутии, к чему нам нужно быть готовым уже сегодня? Надо быть готовым к тому, что, конечно, средняя температура будет расти, безусловно. Если говорить о Якутии, ну это как минимум полградуса за десятилетие, наверное, больше. Расти она будет не очень неравномерно, будет гораздо больше аномально теплых температур, так? Осадки будут выпадать более неравномерно. Грубо говоря, вместо 10 небольших дождичков 2 очень сильных. Ну, я так несколько утрировал. То же самое к снегопадам применимо. И вот этот размах, он будет больше, гораздо больше, чем рост средней температуры. То есть надо готовиться к экстремальным явлениям, большему числу штормов, метелей, сильных ветров. А вы же знаете, что минус 20 с метелью гораздо хуже, чем минус 40, даже, наверное, минус 50 при ясном небе, вот, когда там аж звезды шуршат, и слышно вот эти льдинки. Буквально вчера я наткнулся на любопытную новость. Ученые из Уральского федерального университета с коллегами из Португалии выяснили, что высокая температура воздуха побуждает человека совершать насильственные преступления. В то же время холода такого влияния не оказывают. Действительно ли это так и насколько велико влияние человека на изменение климата и климата на поведение человека? Ну, по поведению, наверное, это к врачам. Но вообще-то я хорошо знаю, когда жарко, когда человеку тяжело от жары, и дышать тяжело, и как-то вот действительно тяжело. Мы же, в общем, люди северные все, и нам к холоду не привыкать, можем одеться, а вот жара для нас тяжела. И действительно, я тоже встречал статьи медиков, что для этого, извините, крыша едет иногда, да, и приводит к неадекватным действиям. Что же касается воздействия человека на климат, вот что человек делает? Выбрасывая парниковые газы, которые не успевают поглотить океан и леса, просто не успевают, слишком быстро выбрасывают. Так? Половину поглощают, половина остается. Человек усиливает парниковый эффект. С другой стороны, человек, грубо говоря, пылью, аэрозолями затеняет Землю от Солнца. Вот первый эффект где-то потепление на 1,5 градуса, а второй эффект охлаждения на 0,5. В среднем мы видим 1 градус с небольшим. Это в среднем по всей планете. Так? То есть, но главное, это вот этот толчок, добавочная энергия, ведь океан не успевает поглотить и тепло. Конечно, поглощает много, но не успевает поглотить это тепло. А что делает толчок с любой сложной системой? Он ее раскачивает, будто грузовик или там мост, например, он же всегда чуть-чуть качается. Если дать какой-то толчок, он будет сильнее качаться, а сдвинуться может быть совсем немножко. Вот мы это и видим. Сдвиг небольшой, буквально 2-3 градуса, а раскачка 10, а то и 20 градусов. Вот это есть, это и будет дальше, потому что понятно, что в течение 21 века мы лишь затормозим этот процесс и выйдем, видимо, на некое плато, на некую константу, да? Когда средняя температура, скажем, по планете увеличится градуса на 2, может быть, на 2,5, может быть, и на 3, если, так сказать, в более негативном случае. Вот такая у нас ситуация. Ну а на ваш взгляд, что нужно знать и делать властям, в том числе региональным, ну и, конечно, самому населению, чтобы минимизировать негативное влияние на природу и климат? Ну, сначала надо понимать, что это. К сожалению, пока школьные учебники физической географии это не поясняют. Хотя с экрана говорится много, климатологи говорят много. Ну, уже в национальном плане адаптации сказано, что федеральный государственный стандарт надо дополнить изменение климата и адаптации к ним. Когда и власти, и люди понимают, что происходит, что это не случайность, что это не какой-то там метеорит упал, а это от действий человека и будет развиваться так-то и так-то, не всемирный поток, но негативно. Но вот такие вот эффекты. Это будет уже легче к этому подготовиться, легче адаптироваться. Адаптироваться в каждом месте что-то свое. Менять северный завоз, если ледовые дороги и переправы слабы. Правильно?
видоизменять охраняемые территории и саму систему охраны природы, адаптироваться к этому. Здравоохранение, безусловно, быть к этому готовым. Так? Потому что ведь то, что происходит, это не какой-то там метеорит летит на Землю, и сейчас мы все погибли. Ничего подобного. Но это своего рода асфальтовый каток. Вот он катится. Изменение климата. И понимаем, как и почему. Будем долго его плечом подпирать, пока не остановим где-нибудь там во второй половине века. А за это время надо из-под колес, из-под катка повыдергивать что-то, чтобы оно не раздавило. Вот это и есть адаптация. Вот подпирание плечом – это снижение выбросов, а вытаскивание – это адаптация. Вот надо вот понимать эту ситуацию и действовать с упреждением. И медикам, и специалистам по охране природы, и транспорт, безусловно, инфраструктура. Алексей Олегович, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. И желаю вам всего доброго. Спасибо. Спасибо. Хорошего климата. Это была программа «Актуальное интервью». Как меняется климат на северных территориях, как климат влияет на человека, а человек на климат. Мы говорили сегодня с климатологом, руководителем программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы Алексеем Кокориным. До встречи в эфире.